Вертикальные таблицы встречаются чаще, и мы в основном работаем именно с ними, но иногда можно встретить и вот такие горизонтальные таблицы. Что здесь у нас есть? В первой строке указаны клиенты, с которыми мы работаем, а во второй строке указан сотрудник, который за работу с этим клиентом ответственен. Чуть выше мы видим выпадающий список, в котором можем выбрать клиента, и вот в эту ячейку мы хотим, в зависимости от того, какого клиента мы выберем, подтягивать того сотрудника, который отвечает за работу с данным клиентом. На обычной вертикальной таблице мы решали эту задачу с помощью функции VPR, но для горизонтальной таблицы она не подойдет. Для горизонтальной таблицы нам нужно воспользоваться ее аналогом функции GPR. По синтаксису эти функции идентичны. Давайте напишем формулу равно GPR, открываем скобку, и первым аргументом функции GPR мы указываем запрос, что именно мы будем искать. Вместо того, чтобы указывать просто какой-то стандартный текст в кавычках, мы укажем ссылку на ячейку, так как она у нас уже есть. Это наша ячейка с выпадающим списком. Значение будет подтягиваться из нее, и каждый раз при выборе нового значения формула будет пересчитываться. Точка с запятой. Далее мы указываем диапазон, в котором мы будем работать с помощью GPR. В нашем случае это вся таблица, но мы можем указать и любую ее часть, если будем осуществлять поиск только по какому-то сегменту данных. Точка с запятой. Третий аргумент функции – это номер строки. И это единственное отличие от функции VPR, где мы указывали номер столбца. В нашей маленькой таблице строк всего 2. Мы будем осуществлять поиск нашего исходного значения в первой строке. Поиск всегда осуществляется в первой строке. Соответственно, нам остается указать строку, из которой мы будем выводить значение. Это строка под номером 2. Обращаю внимание, что для функции GPR нумерация строк берется в рамках той таблицы, которую мы выделили, а не в рамках всего листа. Ставлю точку с запятой, и далее мне осталось указать, отсортирована ли наша таблица. Мы видим, что таблица у нас не отсортирована, поэтому указываем 0, ложь или false для того, чтобы искать точное совпадение. Если же наша таблица отсортирована, то мы можем для данного аргумента либо ничего не указывать, либо указать единицу, истина, true. В этом случае будет подставлено первое наиболее подходящее значение. Закрываю скобку, нажимаю на ввод и получаю результат. За работу с ООО «Ромашка» отвечает сотрудник Андреев. Давайте выберем другого клиента, ООО «Василек». За него у нас ответственный сотрудник Высоцкий.